После боя с Карлосом Кондитом Ник Диас ввел в обиход термин «спиннинг щит», назвав так все удары с разворота, которые Кондит выбрасывал в том поединке, но фанатов старой школы Карлита не удивил, так как все мы уже давно насмотрелись на подобные чудеса в королевском промоушене К1. И сегодня пришло время вспомнить, как старая гвардия крутила вертухи так, что даже штормовое предупреждение объявлялось в Японии. Поехали! И начнем мы с парня, которого вы могли видеть на этом канале раз или два. 99-й год, поздний Энди Хук. Он стал тяжелее, медленнее, но его техника с годами только становилась лучше. Что он показывал на деле? Самурай ждал бой с молодым перспективным японцем, который собирался урвать кусок славы легенды К1. Тогда усы смерти уже ушли на пенсию, так что у Щекла могли быть кое-какие шансы. Энди сразу начал с топорика, но затем переключился на нижний этаж, став отбивать японцу ходули своими лоу-киками и торнадо Хуга. Фирменная работа самурая по всем этажам. Цуёши Накасака попросту не понимал, чего опасаться больше. Затяжная серия, но молодняк оказался крепким и даже сам насыпал серию в блок. Но бросалось в глаза, что уровни разные, и Хук размышлял, как бы покрасивее прикончить мальца. Уши Машигири в голову. Великолепный удар, срубивший Цуёши как сорняк. Японец раздосадован, но что поделать, он вышел против легенды. Это был первый нокаут ударом ноги в голову с разворота в карьере Энди Хуга. Это был 99-й год, но он все равно продолжал удивлять нас. Как он сказал в послематчевом интервью, такие мощные и точные удары ногами ему удавалось наносить только тогда, когда он был максимально расслаблен. Поистине мастерская работа. Плохой парень Бадр Хари, который тогда был молод и дерзок и считал, что круче него могут быть только вареные яйца. Его манера могла вывести из себя некоторых бойцов, но в ту ночь его поджидал матерый ветеран Стефан Лека, который подобных щеглов ел на завтрак. Но не подавится ли он в этот раз, ведь марокканец был крайне хорош. Напряженный стардаун, да уж эти ребята явно не будут велосипедить все раунды. Лека был немецким кикбоксером с базой в карате, так что его коронками были молниеносные уши в корпус и бэкфисты, за что он и получил прозвище Блиц. А Бадр работал в более традиционном стиле нидерландского кикбоксинга, неплохой бокс и силовые удары ногами по всем этажам. И оказалось, что молодой боец не намерен отступать, преимущества не было ни у кого, и парни даже не думали пятиться назад. Вертуха залетает точно в печень Бадра. Можно было даже услышать этот звук «Хы!». Да уж, в эту ночь борзота не помогла марокканцу в разборке с парнем, повидавшим в ринге все. Сам Рамон Деккерс в его углу. С такой поддержкой Блиц попросту не мог проиграть. Настоящая тусня в углу Стефана, и пусть он слегка быканул на Хари, в итоге они замирились, как и подобает бойцам, когда поединок подошел к концу. Это было красиво, идеальный тайминг, коварный удар, залетающий в обход защиты и парализующий тело. Мы немного съехали с темы, так как этот поединок прошел в промоушене It's Showtime, но иначе мы бы не узнали предысторию, так как реванш этих рубак прошел именно в К1. Это был незамедлительный реванш. Похоже, Бадра был уверен, что в первый раз от него просто отвернулась удача, и у Блица был шанс доказать, что молния все же бьет в одно место дважды. Как видите, Бадрик уже не такой борзый, Ушира делает людей добрее, но это не значит, что бой не будет ярким. На этот раз Хари не забыл свою голову дома и работает куда более расчетливо, держа защиту на месте и грамотно растаскивая по этажам. Бой был ровным, оба попадали одиночными ударами, но серии марокканца были значительно более затяжными. Хари держал дистанцию, не застаивался, и на нахуй, месть — это блюдо, которое подают через трубочку. Бадру Хари было мало просто взять реванш, он хотел сделать это стильно, другой расклад его просто не устраивал, именно поэтому японцы так любили его, и именно поэтому какой-нибудь Адесанья никогда не достигнет его популярности. Тут речь не о мастерстве, а об отношении к фанатам. They're sometimes dumb in droves, so... You don't have these drunk guys who've been drinking since 6 hours ago yelling, "Knock him out! Stand him up, ref!" Так марокканец оформил самый зрелищный нокаут ударом ноги с разворота в голову в истории К1. Стефан Лека попросту не ожидал такого. Техника и тайминг Бадра были на высоте. Руслан Караев. Он мелькал в наших выпусках и раньше, но это были поражения. И наконец мы добрались до его побед. Турнир К1 в США. Его ждал бой с крепким Фредом Кимайо. И Русик собирался как следует показать американской публике всю свою осетинскую удаль. Тита Ортиз в зале. Супермен Панч. Караев начинает с огоньком. Ковровая бомбежка у канатов. В ход идут не только боковые с обеих рук, но и мощные колени. Быстрый хайкик. Еще один. Кимайо выгребает так, что на улицах США вот-вот начнутся протесты.
Если вам кажется, что с ударом гонга он только и делал, что собирал подачи в кабину, то вам не кажется, все так и было. Русик наконец решил сменить тактику, и бам! Это уже тот Караев, которого мы помним. Фред Кимайо думал, что перед ним типичный слагер, способный только забивать сериями у канатов, но Руслан показал ему, что в его рукаве хреново туча тузов. В ту ночь Караев выиграл отборочное гран-при в Лас-Вегасе, и так руководство К1 осознало, что этого парня пора подтягивать в высшую лигу. Пришло время загнать немного тяжелой техники в ангар унылого современного кикбоксинга. Суперсамоанец Марк Хант получил титульный бой. В те годы К1 только ввели пояс регулярного чемпиона, как в UFC, но настоящим королем все равно считался именно победитель Гран-при. Только не говорите это тем, кто кричит, что Гран-при не считается, а то у них случится возгорание. И чемпионом тогда был сам небоскреб, Сэмми Шилд. На двоих эти ребята весили под 250 кило, и никто не верил, что бой дойдет до решения. Шилд работал в своей фирменной манере Ашихара карате, убойные мэйгири в корпус, лоу-кики, бронебойные цки и ядерные колени в клинче. Прятаться было буквально негде, но Хан все же верил в свои бомбы с обеих рук и регулярно пытался достать соперника одиночным ударом. Ух, тяжелый хайкик. И напомню, что тогда еще никому не удавалось нокаутировать Ханта. Опасный мэйгири в тушу самоанца, двойка без акцента и хлоп, я даже представлять не хочу, какую боль тогда испытал старина Хант. Огромный небоскреб вырубал людей даже фронт-киками, и трудно представить, какую мощь он мог сгенерировать таким Уширо Гири. Сэм знал, что башка Ханта непробиваема, но он знал еще и то, что удары в корпус уравнивают всех. Разбавим наш хит-парад молодой кровушкой, метросексуал Ники Хольцкин против Юри Меса, который нравится мне куда больше, парень умеет зажигать. Юри начал агрессивно, показывая, что не собирается давать заднюю перед молодой звездой. Но как ни крути, уровень Ники Хольцкина был выше. Он видел все и наносил удар каждый раз, когда видел брешь в обороне соперника. Короткий прямой на контратаке, отличная работа. И тут в ход идет вертушечка, подарившая Юри Месу стоячий нокдаун. Уширо в корпус, Хольцкин грамотно меняет уровни, и эту вертуху бедняга уже не выдержал. Так работало последнее поколение К1, которое еще успело застать королевский промоушен, но дальше им пришлось продолжать карьеру в других организациях. Принц Киокушина, Франциско Филио, готовится к своему второму бою в К1. В своем дебюте он попросту не почувствовал Энди Хуга, так что руководство понятия не имело, с кем ставить такого зверя. Выбор пал на Дуэйна Вандермёрва, который тренировался с Майком Бернардо и бил Майкла Томпсона и Стэна Мужика. Дуэйн тут же начал делать то единственное, что умел – брутальный силовой навал, который не прокатил с Энди Хугом в 96-м и не прокатывает сейчас с Филио. Тогда бразилец еще был сыроват как кикбоксер, но его скорость, реакция и чувство момента все еще были при нем. Сайдкики усыпили бдительность Дуэйна, а это Уширо едва не заставило его проглотить печень. Это чистая техника. Франциско Филио тогда провел всего лишь второй бой в кикбоксинге после перехода из Киокушина, и показывать такой уровень – это настоящий талант. Кто помнит каратэку Майкла Томпсона, который трижды побеждал Энди Хуга в Киокушине? Вот вам его дебют в К1 против неплохого кикбоксера-фуловика Гарри Сэндленда. Майкл был одним из лучших киокушиновцев конца 80-х, но кикбоксинг давался ему тяжеловато, и поначалу Гарри этим пользовался, прессингуя его и насыпая тяжелые боковые. Ух, этот левый залетел на ура. Коронками Томпсона всегда были молниеносные передвижения и удары ногами с разворота. Он не из тех киокушиновцев, кто просто стоит и лупит в фанеру. Но в первом раунде ему показали, что кикбоксинг – это другой спорт, и его нужно уважать. Бам! А второй раунд он начал с быстрой Уширо в корпус, и Томпсон зажал его у канатов, всадив пару жестких коленей. Сэндленд вылетает за канаты. Майкл пробивает лоу-кик, а затем лихо переводит на голову, классическая вилка. Великолепно. Вот так бьет человек, побеждавший самурая. Майкл не попал добивающим ударом, но случайно вытолкнул соперника за ринг. Но вскоре его ждал настоящий тест. Легенда Муай-Тай Чангпуек Киэцэнгрит, побеждавший Роба Камана, Рика Руфуса, Петера Смита и многих других. Это был настоящий мисс-матч, так как таец уже видел в ринге все, включая и каратек. А вот Томпсон никогда еще не дрался с элитным тайцем. Отличный бой для тех, кто любит сравнивать эффективность тайцев и каратек в ринге. Майкл начинает крутить свой спиннинг-щит, но против белого слона нужен калибр побольше. Он работает в традиционной тайской манере. Стоит как скала, отгружая тяжелейшие удары ногами и даже выбрасывает Томпсона за ринг. На каждый удар британца Чангпуек отвечает еще более сильным ударом. Дела у Томпсона хреновые. Отличная связка. И таец видит эти уширы, он начеку.
Пошел уже второй раунд, а белый слон по-прежнему доминирует, показывая каратеки, кто хозяин этой качалки. Когда Томпсон тренировался для себя, Киацан Грит уже дрался, чтобы кормить себя и свою семью. Это совершенно разная мотивация, и победить таких людей ой как нелегко. Третий раунд. Ух, это был удар ужасающей силы, но что поделать, только таким ударом и можно уложить легенду. И если вам кажется, что Томпсон крысанул, это не так. Смотрите, в первом и во втором раундах они не прикасались перчатками, чего не собирались делать и в третьем. А это даже не последний раунд, здесь их было предусмотрено 5. Бой начался и был нанесен легальный удар. И главное правило – защищай себя все время, ветеран не мог не помнить об этом. Чанг Пуёк был близок к победе, но Майкл был силен, и в будущем он победит другого бойца Муай-Тай, Педро Хиза. И лично я считаю, что его у Шира в корпус была даже лучше, чем у Филио, но вот в будущем Лечо Курбанов заставит его немного потесниться. Здорово, Блиц! Вернемся к Стефану Лека, который в этот раз собирался устроить блицкриг крепкому середняку Картеру Уильямсу, побеждавшему самого Рика Руфуса. Уильямс был таким себе тяжелым танком с нокаутирующим ударом с обеих рук, но для скоростного блица он был ходячей мишенью. Бэквист прошел мимо, но вот коронный удар ногой с разворота в корпус зашел как себе домой. Только прислушайтесь к этому хрипу. Да уж, Стефан Лека был настоящим мастером, и так же, как и Энди Хугу, ему приходилось рубиться с парнями значительно крупнее его. Голубоглазый самурай, 98-й год, и противостоит ему здоровяк, который одновременно похож и на Масакацу Фунаки, и на Сама Хунга. Энди мгновенно начинает крутить свою эндюшатину, на что японец отвечает тяжелыми, но крайне медлительными атаками. Торнадо Хуга и затем топорик, одна из любимых связок Энди. Невероятно, когда казалось, что Энди уже ничем не сможет нас удивить. Он роняет соперника бэквистом с разворота, Хук бросается на добивание, порадовав фанатов бодрой размахайкой, и японец рубит в ответ. Бум! А этот уракен уже был последним. Классика ударных стилей. Если удар проходит, нужно его дублировать. Хук снова творит красоту, в очередной раз доказывая, что боевое искусство — это в первую очередь искусство. Его карьера уже подходила к закату, но он продолжал добавлять новые техники в свой арсенал. Скиньте кто-нибудь Александру Шлеменко, уверен, ему понравится. И само собой, я не мог не упомянуть эту Уширо Мавашигири Гидан, которую Энди Хук выбросил в Майка Бернарда. Это был великолепный нокаут, уникальный в своем роде. Но, честное слово, я уже столько раз нарезал этот бой в разных роликах, что в этот раз я уже попросту не мог сказать ничего нового. Да и что тут говорить, нужно просто смотреть. Питер Грэм и снова Киокушиновец. Честное слово, я не виноват. Просто так сложилось, что вертухи в К1 крутили в основном каратеки. Ему предстоял поединок против Бадра Хари, который в будущем бою как раз прикончил Стефана Лека, и бой с Питером Грэмом казался ему шагом назад. Хари болтануло, и пусть его подбородок был не самым крепким, характер у марокканца был, и он не собирался падать лапками кверху. Бадра чухался и бьет в ответ, приняв бескомпромиссную рубку с Питером. Дома вашей Кайтен от Грэма, визитная карточка Киокушина, но удар прошел в сантиметре от цели. Бой был жарким, никто не отступал, и оба бойца заметно выдохлись. Хари пытался проделать тот же трюк, что и со Стефаном, но Питер все видел. Марокканец выдыхается. Этот удар назвали «раскат грома», настолько зрелищным и разрушительным он был. Даже в конце третьего раунда, будучи измотанным, он сумел пробить этот сложный и энергозатратный удар. Это старая школа. Дома вашей Кайтен — это не совсем удар с разворота, поэтому я и сказал, что нокаут в бою с Лека — самый зрелищный нокаут ногой с разворота в К1. Но спустя время Бадр Хари все же сумеет побить Грэма, взяв реванш. И именно за это я и уважаю его. Его бросали под танки, его прибивали в мясо, но он всегда возвращался и платил за кровь кровью. Думаю, после серии роликов о сабмишинах, доза олдскульной ударки была нам крайне необходима. Благодарю за все комментарии под документалкой об Энди. Я стараюсь для вас. Спасибо всем, кто меня смотрит, и особый респект олдскульным донатерам. А пока жми лейкоцит и помни старую школу.